На хрупких женских плечах без преувеличения держится весь мир, но в первую очередь семейный очаг, забота о котором и является олицетворением женского начала. Распахнув свои двери с улыбкой на лице, Мадлена Агумава, мать троих детей, встретила нашу съемочную группу. Немного стеснительная и в то же время сильная, готовая пройти любые трудности ради своих детей, Мадлена долгие годы жила в постоянной тревоге за своих близких, вынужденная ютиться в съемных квартирах. Когда женщине стало тяжело платить за жилье, она вынуждена была переехать в дом, в котором не было никаких условий. И жила она там 8 лет. Однажды ее младший сын, играя, потерял равновесие и упал с балкона 6-го этажа на 4-й, так как здесь не было перил. Травмы оказались настолько серьезными, что ребенок стал инвалидом. Жизнь Мадлены перевернулась. Для нее это стало настоящим ударом. На ее хрупкие плечи легла еще и забота о больном ребенке, лечение которого требовало колоссальных усилий, как физических, так и материальных. Женщина подрабатывала, чтобы хоть как-то поддерживать свою семью, но денег не хватало. Мы жили в 5-м доме на массиве. Это все знают. Это было в 2014 году. Он у меня упал с 6-го до 4-го. У него там сосуд повредилось. У него стоит гипсы. Магниты, где локаторы, где магниты, ему вообще категорически нельзя, они расходятся, внутреннее кровотечение пойдет. До 18 лет я думаю, что зарастет, если не зарастет, опять имплант будем делать. Мадлена долгое время боролась за здоровье своего сына, делая все возможное, чтобы справиться с тяжелыми обстоятельствами. Это было невероятно трудно, но я не могла сдаться, вспоминает Мадлена. В прошлом году совершенно случайно она услышала о программе поддержки для семей с детьми-инвалидами, которая предлагала помощь в приобретении жилья. Сначала она не поверила, что такое возможно, но решила рискнуть и подала документы. И спустя несколько месяцев она получила положительный ответ. По государственной целевой программе жилища ей выдали сертификат на сумму 1 миллион рублей, который она могла использовать на приобретение жилья. Мадлена сумела найти однокомнатную квартиру в новом районе. Конечно, свое лучше иметь. Сегодня, если что-то куплю, я знаю, что я для себя, для детей. Я всегда стараюсь для детей, чтобы у них все было хорошо, свой угол. И то, что мы у кого купили, я ему тоже скажу огромное спасибо. За такую сумму я никогда не смогла бы купить. И вот этот сертификат имел определенный срок. В течение 7-8 месяцев. Если мы не смогли бы что-то найти, он сгорает. Сертификат, я не смогла бы ничего купить. Я у кого хотела купить, он продавал его за 1,5 миллиона. Но так как ребенок инвалид, он меня пожалел и дал за 1 миллион. Теперь ее жизнь кардинально изменилась. Она больше не думает о том, как оплатить аренду. Ее дети растут в безопасных условиях. Младший ходит в новорайонскую школу, средний учится в училище, а старшая дочь недавно вышла замуж. Новый дом расположен в хорошем районе. Здесь есть парк, магазины и остановка поблизости. Мадлена выражает огромную благодарность президенту Абхазии Аслану Бжаня и всем, кто причастен к реализации этой программы. Изначально сюда невозможно было заходить, даже замка не было, ничего не было. Я сама каждый год работаю на набережной, уже 3-й год. То, что я отработала, сделала вот такой ремонт. То, что в силах было, я сделала. И в течение 6-7 месяцев я начала жить с детьми. Жизнь изменилась хорошо, им здесь нравится, выходят. Парк рядом, школа рядом. Особенно младший, ему нравится. Раз пошел в школу, пришел, и дети здесь играются, очень довольные дети. Я могу сказать одно, который вот эта программа, то, что вышло, я очень сильно довольная. И я думаю, все, которые получили по этой программе, они все довольны, и побольше было помощь от государства. Огромное спасибо говорю государству, что вышла такая программа. Мадлена летом работает в сувенирной лавке, а зимой собирает мандарины. С приобретением квартиры она смогла вздохнуть спокойно, ведь теперь она знает, что бы ни случилось, у нее есть своя крыша над головой. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.